Беслан Зангиев по профессии водитель. Параллельно он занимается разведением крупного рогатого скота. Фермер знает, что домашняя еда самая вкусная и полезная, да и плюс ко всему приносит немало прибыли. Вот только за животными нужен тщательный уход, хороший корм и регулярное обследование у ветеринара. Осенью, весной. А вещь проверяют. Счет бережка, думаю, что там проверяют. А молоко сдаю, проверяю через месяц. Бруцеллеза, да, мастита и все. Все могу сказать, без младшего согласия. Здоровые продукты. Юзичен дизбир, проверки есть. Обрабатывать есть. А все могу сказать, когда потому что бруцеллеза. И все, убираю его. А здесь табахар, когда бруцеллеза убрал, все. Этот случай послужил уроком для фермера. На этот раз Беслан вызвал ветеринаров на дом, чтобы те проверили его скот на наличие инфекции. Специалисты провели забор крови и отправили ее на исследование в Республиканскую ветеринарную лабораторию. Через несколько часов результат готов. Последние пробы крови, которые были исследованы от хозяина, они показывают отрицательный результат, то есть не являются носителем возбудителя бруцеллеза животных. Это говорит о том, что контакты, даже если имелись, но в крови этот возбудитель и в средах внутренней среды организма этот возбудитель отсутствует. Теперь Беслан может вздохнуть спокойно. С его статом все хорошо. Забор крови и ее последующие исследования ветеринары проводят как на фермерских хозяйствах, так и в частном секторе. Бруцеллез – это заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата, нервной и других систем. Опасная инфекция, которая передается от больных животных к человеку. Конечно, случаи заражения людей при использовании недоброкачественных продуктов, которые могли быть выпущены в колбасных изделиях, по крайней мере, у нас не регистрировались, и санэпидстанция, и Роспотребнадзор такие показатели, по крайней мере, не выявлял. Были заражения людей, примеры заражения людей через некипяченое молоко. У нас были случаи заражения детей даже, это несколько лет тому назад, которые использовали, вернее, родители, которых использовали молоко, решили тем самым поднять иммунитет своих детей, используя козье молоко, якобы целебное, но тем самым подвергли их заражению именно возбудителем бруцеллеза. Они были исследованы и у нас, и в Ставрополе. Эти дети были на госпитализации, длительное время лечились, сейчас они уже почти на поправке. Вылечить животное от болезни практически невозможно. Его отправляют на убой. А мясо этого животного можно принимать в пищу только в вареном виде. Некипяченое молоко крупного или мелкого рогатого скота человеку пить запрещено. Из-за этого ветеринары настоятельно просят владельцев обращаться к ветеринару. Игнорирующие просьбу фермеры подвергают опасности местных жителей своим продуктам. Наша съемочная группа совместно с ветеринарной службой осмотрела местный продуктовый магазин на наличие сведений о мясомолочной продукции. Здесь написано конкретно все производство, кто производитель, когда, дата производства. Это полуфабрикат, допускается к сожалению, если на него есть сертификат. В данном случае, например, мы не видим ни производства, ни дата производства, ни поставщика. Точно так же, как и на курах, которые тоже не имеют сортировки и сертификата. Как мы видим, в этом магазине мясо без каких-либо пометок о его производителе. Также отсутствует сертификат от местного ветеринара. В молочном отделе картина все та же. Вот люди, которые сдают непосредственно это сметана, творог, они обращаются в ветеринарную службу. Ветеринарная служба обязательно должна выдать ветсопроводительный документ через ветеринарную лабораторию, проверить, сделать экспертизу и выдать ветсопроводительный документ. Через некоторое время владелец торговой точки связался с нами и предоставил все нужные документы на продукцию. Мясо, сметана и сыр чистые. Правда, не все предприниматели относятся к правилам добросовестно. Многие даже не думают о безопасности своих потребителей. Помимо торговцев, сами фермеры должны быть заинтересованы в здоровом поголовье. Ведь одна скотина, зараженная бруцеллезом, может быстро заразить все стадо. В соответствии с законом России о ветеринарии и ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза, владельцы животных должны обеспечивать проведение профилактических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространение бруцеллеза. Население не активно само относится к данной процедуре.
Иной раз врачам препятствуют взятию крови или говорят, что наши животные здоровы. То есть не всегда охотно идут на исследования животных для исследования бруцеллеза. Поэтому эти плановые мероприятия должны быть проведены согласно этого утвержденного плана. И исследования проводятся, как я уже сказал, двукратно. Кроме того, можно прижизненно исследовать и молоко, которое дает положительную реакцию, если этот возбудитель находится, например, в молоке. Эта реакция тоже является подтверждением того, что данное заболевание может быть, или имеется, или отсутствует. Эти исследования проводятся в лабораториях ветсанэкспертизы, например, на рынках, на субботнем ярмарочном рынке и других рынках, где имеются стационарные лаборатории по ветеринарно-санитарной экспертизе. Проявлять активную инициативу по предотвращению бруцеллеза должно и население. Болезнь коварна, а потребители для своего же здоровья должны покупать только проверенные мясомолочные продукты.